Судебный пристав спокойно, словно зачитывал прогноз погоды, произнес вслух название документа, которым моя невестка Софья размахивала перед носом представителя фонда, и в наступившей тишине я услышал, как с тихим звоном лопнула их последняя надежда на богатую жизнь. Илья, мой единственный сын, побледнел так, что стал похож на мокрый мел. А Софья, за секунду до этого визжавшая, что она хозяйка этого особняка, застыла с открытым ртом, когда поняла, что держит в руках не генеральную доверенность на недвижимость, а мое согласие на посмертное донорство органов. В этот момент, глядя на наручники, защелкнувшиеся на запястьях сына, я почувствовал не торжество, а лишь ледяную, пронизывающую пустоту, от которой не спасал даже идеально сшитый кашемировый плащ. А ведь все началось совсем иначе. Тихо, буднично, с запаха жареной курицы и фальшивой улыбки, которую я, старый дурак, поначалу принял за заботу. Меня зовут Борис Андреевич. Мне 73 года, и 40 из них я отдал оборонному заводу «Красное Сормово». Я инженер-конструктор, привыкший работать с металлом, чертежами и сопроматом, вещами надежными, предсказуемыми и, в отличие от людей, не способными на предательство. Я живу в Нижнем Новгороде, в доме, который мы с моей покойной женой Анной строили почти 10 лет. Наш дом стоит на высоком откосе, откуда открывается вид на слияние Оки и Волги, вид от которого у Анны всегда захватывало дух. Когда Анна не стала 3 года назад, дом словно осиротел вместе со мной. Двухэтажный, кирпичный, с просторной верандой и старым яблоневым садом, он стал слишком велик для одного старика. Но каждый угол здесь хранил память о ней. В гостиной все еще стояло ее фортепиано, крышка которого была покрыта тонким слоем пыли. Я протирал ее, но никогда не открывал, боясь, что тишина, нарушенная звуком клавиш, станет невыносимой. На кухне висели занавески, которые она шила сама, а в кабинете на полках стояли наши любимые книги. Я берег этот дом не как недвижимость, а как музей нашей любви, нашей жизни, которую мы прожили честно и достойно. Многие соседи и даже мой сын Илья считали, что я живу на одну пенсию. Я не разубеждал их. Я ходил в старой куртке, ездил на 12-летней «Тойоте», торговался на рынке за килограмм картошки. Никто, даже родной сын, не знал, что старый инженер Борис Андреевич, владелец внушительного портфеля коммерческой недвижимости, приобретенной в лихие 90-е и сытые нулевые на деньги от патентов и удачных инвестиций. Я владел складами в промзоне и первыми этажами в центре города, которые исправно приносили аренду. Эти деньги копились на счетах, множились, но я их не тратил. Для кого? Для чего? Я думал, что однажды передам все Илье, когда увижу, что он стал мужчиной, способным распорядиться этим, не пустив все по ветру. Но Илья, мой Илья, ему уже 45. Он работает в каком-то маркетинговом агентстве, название которого я никак не могу запомнить. Ездит на кредитном кроссовере и носит костюмы, которые ему не по карману. Он женился на Софье 8 лет назад. Софья — женщина яркая, шумная, с амбициями львицы и хваткой гиены. Она называет себя бьюти-экспертом, ведет какие-то блоги, постоянно говорит о личном бренде и потоке изобилия, но я вижу в ее глазах только холодный калькулятор. В тот вечер, ставший началом конца, они приехали ко мне на ужин. Это случалось нечасто, обычно раз в месяц, в день пенсии. Я накрыл стол в гостиной, запек курицу с яблоками, как любила Анна, достал соленья из погреба. «Пап, ты опять в этой рубашке?» — поморщилась Софья, едва переступив порог. Она оглядела прихожую так, словно оценивала объем предстоящего ремонта. «Здесь пахнет
Старостью. Тебе нужно чаще проветривать. Здравствуй, Софья. Я пропустил колкость мимо ушей. Илья, проходи, сынок. Мы сели за стол. Разговор не клеился. Илья нервно крутил в руках вилку, избегая моего взгляда. Он выглядел осунувшимся. Под глазами залегли тени. Софья же, напротив, была полна энергии. Она слишком громко восхищалась курицей, слишком часто подливала мне чай, и это наигранное радушие настораживало меня больше, чем откровенное хамство. Моя профессиональная интуиция, отточенная годами поиска скрытых дефектов в конструкциях, вопила. Внимание! Опасность разрушения. Когда чай был допит, Софья отставила чашку, промокнула губы салфеткой и, глядя мне прямо в глаза, произнесла фразу, которая перевернула мою жизнь. «Борис Андреевич, мы тут с Илюшей подумали. У вас такой огромный дом, просто дворец. А вы тут один. Вам, наверное, одиноко. Страшно по ночам. Да и убирать такую махину тяжело в вашем возрасте». Я напрягся, но постарался сохранить спокойное выражение лица. Руки под столом сжались в кулаки. «Мне не тяжело, Софья. Я справляюсь». «Ой, да бросьте!» Она махнула рукой, сверкнув дешевыми стразами на маникюре. «Мы видим, как вы сдаете. Возраст берет свое. Поэтому мы приняли решение». Она сделала паузу, словно готовилась объявить победителя лотереи. «Мы решили, что так будет лучше для всех. Мои родители, Роман Петрович и Галина Ивановна, продали свою квартиру в области, чтобы закрыть кое-какие, деловые вопросы. И им сейчас совершенно негде жить. А у вас тут 5 комнат пустуют. Плюс Лариса, моя сестра, она сейчас в сложном положении с 3 детьми. В общем, мы решили, что они переедут сюда». Я онемел. Чашка в моей руке дрогнула, чай плеснул на скатерть. «Прости, что?» — переспросил я, надеясь, что ослышался. «Кто переедет? Куда?» «Мои родители и сестра с детьми. Сюда, в этот дом». Софья говорила тоном, не терпящим возражений, словно речь шла о перестановке мебели, а не о вселении чужого табора в мое жилище. «Это называется интергенерационное проживание, Борис Андреевич. Сейчас так модно в Европе. Большая дружная семья под одной крышей. Вам будет веселее, за вами будет уход. Мама прекрасно готовит, Лариса поможет с уборкой. А я?» — тихо спросил я, глядя на сына. «Илья, что это значит?» Илья наконец поднял глаза. В них я увидел смесь стыда и страха перед женой. «Пап, пойми, им реально некуда деваться. У тестя бизнес прогорел, там коллекторы наседают. А у Лариски муж алименты не платит. А у тебя дом 200 квадратных метров. Мы же семья. Надо помогать». «Семья?» Я почувствовал, как к горлу подступает горечь. «Это дом моей жены, твоей матери, Илья. Здесь каждая вещь, память о ней. И вы хотите превратить его в общежитие? Не утрируйте, папа». Резко перебила Софья, и ее улыбка стала жесткой. «Какой музей? Живым надо жить. А для вас мы уже все продумали. Вы переберетесь в ту маленькую комнату на 1-м этаже рядом с кухней. Она теплая, вам там будет удобно. А 2-й этаж займут родители и Лариса. Илья и я пока останемся в нашей квартире в центре. Но будем часто приезжать. Комната рядом с кухней». Бывшая кладовая, которую Анна переделала в комнатку для гостей, где мы обычно сушили белье. 6 квадратных метров. «Вы все решили без меня?» Мой голос дрогнул, но не от старости, а от сдерживаемой ярости. «Мы просто хотим как лучше!» — воскликнула Софья. «И, кстати, они приедут завтра утром, так что, Борис Андреевич, будьте добры, освободите спальню и кабинет сегодня. Вещи можно пока сложить в гараж». В ту ночь я не спал. Я ходил по темному дому, касался рукой перил.
гладил корешки книг. Я понимал, что происходит. Это не просто помощь родственникам. Это захват. Рейдерский захват моей жизни, моей крепости. Илья, мой мальчик, которого я учил честности и достоинству, предал меня ради спокойствия своей жены. Он позволил ей выгнать отца из собственной спальни. Утром начался ад. Я стоял у окна гостиной и смотрел, как к моим воротам подъезжает грязная «Газель» и старый побитый жизнью микроавтобус. Из машин начали вываливаться люди. Роман, отец Софьи, грозный мужчина с красным лицом и вечной сигаретой в зубах. Галина, суетливая женщина с пронзительным голосом. Лариса, копия Софьи, только более потрепанная жизнью. И 3 детей, мал-мала меньше, которые с визгом бросились в рассыпную по моему участку. «Ну здорово, сват!» — Роман хлопнул меня по плечу так, что я чуть не пошатнулся. От него разило перегаром и дешевым табаком. «Хоромы у тебя, конечно, барские. Ничего, потеснимся». Они не спрашивали разрешения. Они не разувались. Они просто вошли в мой дом, как орда завоевателей. Грузчики в грязных сапогах тащили коробки, узлы с одеждой, какую-то обшарпанную мебель. «Эй, осторожнее!» — крикнул я, когда один из грузчиков задел углом шкафа старинное зеркало в прихожей. «Не бухти, дед!» — огрызнулся парень. «Куда ставить?» «На 2-й этаж!» — скомандовала Софья, которая появилась следом, руководя парадом. «В большую спальню! Спальню Анны! В нашу спальню!» Я хотел закричать, выгнать их всех вон, вызвать полицию. Но я вовремя остановился. Мой аналитический ум, привыкший просчитывать ситуации на 10 шагов вперед, подсказал мне: сейчас не время для эмоций. Они сильнее числом, они наглее. Если я начну скандалить, они выставят меня сумасшедшим. Софья только этого и ждет. Она уже намекала на мою старость и забывчивость. Им нужен повод, чтобы признать меня недееспособным. Я глубоко вздохнул, сутулил плечи, сделал лицо растерянным и немного испуганным. Я решил сыграть роль, которую они мне навязали. Роль беспомощного, выжившего из ума старика. «Софья, деточка», — прошамкал я, стараясь, чтобы голос дрожал. «А где мои очки? Я не могу найти очки». «На лбу у тебя очки», — фыркнула она, даже не глядя на меня. «Иди в свою комнату, не мешайся под ногами». Я покорно побрел в каморку у кухни. Но перед этим я незаметно сунул руку в карман своего кардигана и нажал кнопку активации на брелоке. Мало кто знал, что полгода назад, после серии краж в нашем поселке, я установил в доме современную систему видеонаблюдения. Камеры были крошечными, замаскированными под датчики пожарной сигнализации, винты в розетках и глазки плюшевых игрушек, оставшихся от внуков. Микрофоны писали звук в высоком качестве. Сервер находился в надежном месте, в подвале, за фальшивой стеной, где я хранил свои инструменты и архивы. Доступ к системе был только у меня, через защищенное приложение на телефоне. Сидя на узкой кушетке в тесной комнате, где пахло стиральным порошком и сыростью, я достал смартфон, надел наушники и включил трансляцию. Картинка на экране была четкой. Я видел, как Галина бесцеремонно открывает шкафы Анны и выбрасывает ее платье на пол. «Фу, какое старье!» — комментировала она, швыряя любимый шелковый халат моей жены в угол. «Это все на помойку. Лариска, смотри, тут место освободится, повесишь свои куртки». «Мама, а этот сервант?» — спросила Лариса, указывая на антикварный буфет. «Он же жуткий. Давай его выкинем, а сюда поставим плазму». «Выкинем, доча, все выкинем», — отозвался Роман, закуривая прямо в гостиной. Пепел он стряхивал в хрустальную вазу, которую Анне подарили на юбилей коллеги. У меня сжалось сердце. Казалось, они не просто переставляют мебель, они стирают мою жизнь.
уничтожают память, вытравливают самый дух этого дома. Но самое страшное я услышал через 10 минут, когда они, устав от таскания коробок, сели пить пиво на кухне. Микрофон уловил каждое слово. «Ну что, Сонечка, долго нам этого хрыча терпеть?» — спросил Роман, открывая банку с громким шипением. «Недолго, пап», — голос Софьи звучал деловито и цинично. «Илья сказал, у старика уже совсем крыша едет. Забывает все, заговаривается. Мы сейчас его немного подтолкнем. Пару недель помурыжим, доведем до кондиции, вызовем психиатра. Оформим опекунство, признаем недееспособным». «А дом?» — жадно спросила Лариса. «Дом продадим, как только опеку получим», — отрезала Софья. «У нас долгов выше крыши. Илюша в крипту влез, придурок. 500 000 должен. У меня кредитки пустые. Ваши долги тоже закроем. Дом этот уйдет 20 миллионов, если повезет. Участок дорогой, вид на Волгу». «А деда куда?» — хохотнул Роман. «В ПНИ», — спокойно ответила моя невестка. «В психоневрологический интернат. Там, под Зеленым городом, есть государственное заведение. Сдадим его туда, пенсию будут забирать в счет содержания. И все. Никаких проблем». Я снял наушники. Руки у меня тряслись, но уже не от актерской игры. Впервые за много лет я почувствовал настоящий страх. Не за себя, за то, что я породил и воспитал. Мой сын знал об этом. Он был в курсе плана. В крипту влез. Эхом отозвалось в голове. Значит, они готовы похоронить меня заживо в казенном доме, среди запаха хлорки и чужого безумия, только чтобы покрыть свои долги и продолжить красивую жизнь. Я встал и подошел к маленькому зеркалу над раковиной. Из отражения на меня смотрел седой усталый человек с глубокими морщинами. Но в глазах этого человека больше не было растерянности. Там зажегся холодный огонь. Огонь, который я видел у своего отца-фронтовика, когда он рассказывал о самых тяжелых боях. «Ну что ж, Софья», — прошептал я своему отражению, — «вы хотите войны? Вы ее получите. Только вы забыли, что воюете не с выжившим из ума стариком, а с главным инженером, который 40 лет проектировал системы защиты для подводных лодок. И вы только что задраили люки на своем собственном «Титанике». В ту ночь я начал разрабатывать план контратаки. Мне нужно было время, мне нужны были союзники, и мне нужна была железная выдержка. Я должен был стать для них идеальной жертвой, чтобы в нужный момент захлопнуть капкан. Следующие 3 дня превратились в пытку. Дом наполнился шумом, криками детей, запахом дешевой еды и постоянным звуком телевизора, работающего на полную громкость. Роман ходил по дому в одних трусах. Галина постоянно что-то жарила на сале, отчего моя кухня пропиталась жирным чадом. Лариса орала на детей, дети орали друг на друга. Меня они почти не замечали, словно я был предметом мебели, который забыли выкинуть. В четверг утром я вышел из своей каморки и увидел, что в коридоре нет моего любимого ковра, настоящего персидского, который мы с Анной привезли из командировки в Иран в 80-х. «Софья», — позвал я тихо. Невестка сидела в гостиной, уткнувшись в телефон. «А где ковер?» «Какой ковер?» Она даже не подняла головы. «А, та старая тряпка? Мы его на веранду выкинули, собаке постелить. Лариса щенка хочет завести. Он весь пыльный был, аллергенный. Это был подарок», — начал я, но она перебила. «Борис Андреевич, не начинайте. У нас тут дети, нам нужна гигиена. Идите лучше кашу ешьте, там на плите осталось, если не пригорело». Я промолчал. Я надел плащ, старую кепку и сказал, что пойду прогуляться до аптеки. «Давай, проветрись», — буркнул Роман, проходя мимо с бутербродом. «Только не потеряйся, Сусанин». Я вышел за ворота.
Осенний воздух был свежим и влажным. Я дошел до автобусной остановки, убедился, что за мной никто не следит, и вызвал такси. Мне нужно было в центр, в адвокатскую контору, где работал мой давний знакомый, Аркадий Петрович. Он вел мои дела уже 20 лет и был одним из немногих, кто знал истинный размер моего состояния. Офис Аркадия Петровича располагался в старинном особняке на Большой Покровской. Дубовые панели, запах дорогого кофе и кожаной мебели. Здесь царил тот мир, к которому я привык и который у меня пытались отнять. «Борис Андреевич!» Аркадий, лысоватый мужчина с умными проницательными глазами, встретил меня радушно. «Какими судьбами? Выглядите встревоженным». Я опустился в кресло и снял кепку. Руки у меня дрожали. «Аркаша», — сказал я, впервые за эти дни позволив себе быть искренним. «Беда. Кажется, родной сын решил меня утилизировать». Я рассказал ему все. Про переезд, про послушанный разговор, про планы сдать меня в ПНИ и продать дом. Аркадий слушал внимательно, не перебивая, только хмурился все сильнее и делал пометки в блокноте. «Ситуация дрянь, Борис Андреевич», — сказал он, когда я закончил. «Если они оформят над вами опеку через суд, ссылаясь на деменцию, они действительно получат контроль над имуществом. Конечно, есть нюансы, но пока суд будет разбираться, они могут натворить дел». «Я не дам им этого сделать», — твердо сказал я. «Мне нужно знать, насколько глубоко Илья увяз в долгах. Ты можешь это проверить?» «Могу. У меня есть выходы на базе кредитных историй и приставов. Дайте мне полчаса». Пока он стучал по клавишам компьютера, я пил кофе и смотрел на улицу. По пешеходной улице гуляли люди, смеялись, ели мороженое, несмотря на холод. Жизнь шла своим чередом, пока моя жизнь висела на волоске. «Да», — протянул Аркадий, разворачивая монитор ко мне. «Посмотрите сами. Илья Борисович, клиент года. 5 потребительских кредитов, 3 кредитные карты выбраны под 0, микрозаймы, общая сумма задолженности около 9 миллионов рублей. Плюс исполнительное производство по долгу физическому лицу еще 2 миллиона. Видимо, та самая крипта. А Софья? У Софьи поменьше, но тоже красиво. 1,5 миллиона по картам. И еще интересный момент. Ее родители, Роман и Галина, признаны банкротами 3 месяца назад. У них забрали квартиру за долги. Им действительно негде жить, Борис Андреевич. Ваш дом для них — это спасательный круг, последний шанс, который они решили отобрать у утопающего», — горько усмехнулся я. «Значит, они загнаны в угол. Крысы, загнанные в угол, кусаются больнее всего». «Что будем делать?» — спросил Аркадий. «Можно подать заявление в полицию, можно выселить их через суд». «Нет», — я покачал головой. «Суд — это долго. Они успеют меня уничтожить или дом разнесут. Да и Илья, он все-таки мой сын. Если я посажу его сейчас, я никогда себе этого не прощу, пока не дам ему последнего шанса. И пока не проучу их так, чтобы они запомнили это на всю жизнь. У вас есть план?» «Есть. Помнишь, мы обсуждали создание благотворительного фонда имени Анны?» «Конечно. Фонд поддержки талантливых студентов-инженеров. Мы даже устав подготовили, но вы не дали отмашку на регистрацию. Регистрируй. Срочно. Сегодня же. И готовь договор купли-продажи. Я продаю дом фонду». Аркадий удивленно поднял брови. «Сами себе?» «Фактически да. Но юридически собственником станет фонд. А в договор мы внесем пункт о пожизненной ренте с моим правом проживания. И самое главное, пропиши условия так, чтобы при любой попытке признания меня недееспособным или оспаривания сделки третьими лицами активы фонда, включая дом, не могли быть переданы частным лицам, а переходили в собственность, скажем, городской больницы». «Ядерная опция?» — усмехнулся адвокат. «Именно. Если они нажмут кнопку, взрыв накроет их, а не меня». Мы просидели еще час, обсуждая детали. Я чувствовал,
как ко мне возвращается уверенность. Я больше не был жертвой. Я был инженером, который строит ловушку для вредителей. Когда я вернулся домой, было уже темно. В окнах горел свет, гремела музыка. На моем месте на парковке стоял грязный джип Романа. Я вошел в дом и сразу наткнулся на Софью. Она стояла в коридоре, скрестив руки на груди, и вид у нее был зловещий. Рядом с ней переминался с ноги на ногу незнакомый мужчина в очках и с чемоданчиком. «Где вы шляетесь, Борис Андреевич?» — прошипела она. «Мы уже полицию хотели вызывать». «Я гулял», — пробормотал я, снова входя в роль. Заблудился немного. «Вот видите?» — она повернулась к мужчине. «Он теряется в пространстве, бродит где-то часами. Доктор, это же явный признак». Мужчина поправил очки и кивнул. «Вполне возможно. Нужно провести осмотр». «Знакомьтесь, папа», — сказала Софья елейным голосом. «Это Виктор Сергеевич, невролог, платный специалист. Мы пригласили его, чтобы он вас посмотрел. Вы же хотите быть здоровым?» Я понял, началось. Первая фаза их плана — медицинское освидетельствование. Фальшивый диагноз. Меня усадили на диван. Виктор Сергеевич, от которого пахло коньяком не хуже, чем от Романа, начал задавать вопросы. «Какой сейчас год, больной?» Я сделал вид, что мучительно вспоминаю. 2020? Нет, 21. Софья за спиной врача победно переглянулась с подошедшим Ильей. «Кто сейчас президент?» «Так этот Ельцин», — ляпнул я, и Лариса, стоявшая в дверях, прыснула в кулак. «Все ясно», — доктор захлопнул блокнот. «Когнитивные нарушения, прогрессирующая деменция, нужна терапия. Я выпишу препараты, сильные. Они помогут успокоиться». Он достал из чемоданчика баночку без этикетки. «Вот, пусть принимает по 2 таблетки перед сном. Это витамины для мозга». Я взял баночку. Внутри были ярко-синие капсулы. Я знал, что это такое. Нейролептики. Если дать их здоровому человеку, да еще в такой дозе, он превратится в овощ. Будет пускать слюни, спать сутками, путаться в реальности. Идеальная картинка для суда. «Спасибо, доктор», — прошамкал я. «Витамины — это хорошо». «Пейте прямо сейчас», — надавила Софья, наливая стакан воды. «Первую дозу, чтобы спалось лучше». Все смотрели на меня. Илья, Софья, ее родители. 6 пар глаз, полных жадного ожидания. Я взял капсулу дрожащей рукой, положил в рот, сделал глоток воды. «Вот так, молодец», — сказала Софья, как говорят с непослушным ребенком. Я улыбнулся им бессмысленной улыбкой. Капсула лежала у меня за щекой. Я научился этому трюку еще в детстве, когда не хотел глотать рыбий жир. «Я спать пойду», — пробормотал я и, шаркая ногами, побрел в свою каморку. Едва закрыв дверь, я выплюнул синюю гадость в раковину, раздавил ее пальцем и смыл водой. Сердце колотилось как бешеное, они перешли черту. Теперь это была не просто алчность, это было покушение на мое здоровье, на мою личность. Я лег на кровать, глядя в темный потолок. Сквозь стену я слышал их радостные голоса. Они праздновали победу. Они думали, что старик сломлен, что он проглотил наживку. «Празднуйте», — думал я, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. «Празднуйте, пока можете. Завтра я начну свой ремонт в этом доме, и поверьте, он вам не понравится». Следующие 3 дня превратились в сюрреалистический спектакль, где я был главным актером, а моя семья — жестокими и невнимательными зрителями. Каждое утро начиналось одинаково. Софья или Галина приносили мне стакан воды и ту самую синюю капсулу. «Пей, дед, мозги прочистишь», — бросала Галина, даже не глядя на меня. Я послушно кивал, дрожащими пальцами брал таблетку, клал в рот и запивал водой. А потом,
Как только дверь закрывалась, я выплевывал яд в бумажную салфетку, которую прятал в кармане брюк. К вечеру там скапливалась целая коллекция маленьких синих смертей. Я играл свою роль с полной самоотдачей. Я намеренно шаркал ногами, забывал дорогу в туалет. Пару раз даже опрокинул чашку с чаем на кухне, вызвав бурю негодования у Ларисы. «Мам, он опять насвинячил!» — визжала она, вытирая лужу моим полотенцем для лица. «Сколько можно терпеть этого маразматика? Дети смотрят, пугаются!» Илья старался не бывать дома. Он приезжал поздно, когда я уже лежал в своей каморке, и я слышал его приглушенные разговоры с Софьей. Кредит одобрили, но под конский процент. Голос сына звучал устало и нервно. Залог квартиры не прошел там, обременение. Нужна генералка, Сонь, срочно. Сроки горят, меня коллекторы уже на работе пасут. «Потерпи», — шипела в ответ невестка. «Он уже плывет. Видишь, какой стал? Овощ. Еще пара дней, и он подпишет что угодно, хоть дарственную на Кремль. Главное, дожми его с подвалом. Мне нужна эта комната под гардеробную. Я не могу вещи в коробках держать. Дожми его с подвалом». Эти слова прозвучали приговором. В субботу утром, когда я сидел на кухне и жевал безвкусную овсянку, в дверях появились Роман и Илья. Роман был в майке алкоголички, поигрывал бицепсами, покрытыми татуировками армейской молодости. Илья прятал глаза. «Пап, тут такое дело», — начал сын, глядя в пол. «Мы решили сделать перестановку. В этой комнате душно, вентиляции нет, тебе вредно». «Да», — подхватил Роман, ухмыляясь. «Мы тебе, Андреич, апартаменты подготовили. Цокольный этаж. Тишина, прохлада, никто не мешает. Санаторий». «В подвал?» — тихо спросил я. «Вы хотите поселить меня в котельной?» «Ну зачем так грубо?» — поморщился Илья. «Там сухо, тепло. Мы тебе туда кровать спустим, телевизор старый поставим. Это временно, пап, пока ремонт не закончим». Я не сопротивлялся. Я позволил им взять меня под руки, словно арестанта, и повести вниз по лестнице. Подвал. Моя святая святых. Когда-то здесь была моя мастерская. Верстак, инструменты, стеллажи с банками краски и шурупами — все было идеально упорядочено. Теперь же мои инструменты были свалены в кучу в углу, как мусор, а посреди помещения, прямо у гудящего газового котла, стояла старая раскладушка с провисшей сеткой. «Располагайся, батя!» — Роман бросил на раскладушку тощий матрас. «Как в бункере. Безопасно». Они ушли, захлопнув тяжелую дверь. Я услышал, как снаружи щелкнул замок. Меня заперли. В собственном доме, который я строил своими руками, меня заперли в подвале как ненужную вещь, которую жалко выкинуть, но стыдно показывать гостям. Запах сырости смешивался с запахом газа и пыли. Окон здесь не было, только узкая форточка под самым потолком, затянутая паутиной. Лампочка тускло мигала, отбрасывая зловещие тени. Я сел на скрипучую раскладушку. В груди клокотала обида. Такая острая, что перехватывала дыхание. Я вспомнил, как 40 лет назад, когда Илья был маленьким, мы прятались здесь во время игры в прятки. Он смеялся, прижимаясь ко мне. «Папа, нас никто не найдет, мы в безопасности». Теперь он сам спрятал меня здесь, чтобы не видеть моей старости, моего немого укора. Но они совершили роковую ошибку. Они думали, что заперли меня в темнице, а на самом деле они заперли меня в командном центре. Я встал и подошел к стеллажу в дальнем углу, отодвинул старую коробку с ветошью, за ней скрывалась панель фальш-стены. Одно нажатие на скрытый механизм, и панель отъехала, открывая нишу. Там, мерцая зелеными диодами, стоял сервер видеонаблюдения, источник бесперебойного питания и небольшой сейф. Здесь же был спрятан мой
тревожный чемоданчик. Запасной телефон с новой сим-картой, папки с копиями документов на дом, которые я предусмотрительно сделал, и наличные. Я подключил телефон к зарядке и открыл приложение. Весь дом был как на ладони. Я видел, как наверху начался праздник мародерства. Ну, наконец-то! Софья ходила по моей бывшей комнате, размахивая рулеткой. «Здесь мы снесем перегородку, объединим с кухней. Будет студия. Роман, бери кувалду». «Сейчас, доча, только пивка хлебну для рывка», — отозвался тесть. Через час дом содрогнулся. Они начали ломать стены. Звук ударов кувалды отдавался в подвале гулким эхом, словно били не по кирпичам, а по моему черепу. Я смотрел на экран смартфона и видел, как рушится перегородка между кухней и гостиной. Пыль стояла столбом. Галина кашляла, но продолжала подбадривать мужа. «Давай, Рома, давай! Ломай, не жалко!» Но я смотрел не на пыль. Я смотрел на чертежи в своей голове. Я знал этот дом до последнего гвоздя. Стена, которую они крушили с таким энтузиазмом, была не просто перегородкой. Внутри нее проходил вентиляционный короб, и, что хуже, она принимала на себя часть нагрузки от балок перекрытия второго этажа. «Идиоты!» — прошептал я. «Вы же сейчас крышу на голову себе обрушите». Я мог бы промолчать. Мог бы позволить им разрушить дом, чтобы потом посмеяться на руинах. Но инженер во мне был сильнее ненависти. Я не мог допустить аварии. К тому же это был отличный повод для второго акта моей пьесы. Я набрал номер. «Федор Николаевич?» «Здравствуй, дорогой, это Борис». «Боря!» — голос старого друга, ныне начальника жилищной инспекции района, звучал бодро. «Ты куда пропал? Мы же в баню собирались». «Федя, не до бани сейчас, у меня тут ЧП. В моем доме ведутся незаконные строительные работы. Снос несущих конструкций, угроза обрушения». «Кто ведет?» Голос Федора мгновенно стал стальным. «Неустановленные лица», — я усмехнулся. «Федя, нужна официальная проверка. С полицией. Прямо сейчас. Они стену в гостиной валят». «Понял. Выезжаю. Буду через 40 минут. Держись, Борис». Я положил трубку и стал ждать. Наверху грохот не утихал. К Роману присоединились двое нанятых разнорабочих. Судя по виду, нелегалы, которых Софья нашла на ближайшем строительном рынке. Они долбили стену перфораторами, не имея ни малейшего понятия о конструктиве. Через 40 минут во двор въехала белая Нива с синей полосой и надписью «Жилищная инспекция», а следом полицейский УАЗ. Я наблюдал через камеру у ворот, как вытягиваются лица у новых хозяев. Роман выбежал на крыльцо с кувалдой в руке, весь в известковой пыли. Вы кто такие? Частная территория!» Федор Николаевич, грузный мужчина в форменной куртке с погонами, медленно вышел из машины, поправил очки и достал папку. «Жилищная инспекция. Поступил сигнал о проведении незаконной перепланировки и нарушении целостности несущих конструкций. Кто собственник?» «Я, то есть мой сын, то есть свекор», — заблеяла выскочившая Софья. Она была в халате с полотенцем на голове. «А его нет. Он болен. А мы тут косметический ремонт делаем». «Косметический?» Федор кивнул на гору битого кирпича, которую уже успели навалить под окном. «С выносом капитальных стен? Пройдемте». Полицейские решительно отодвинули Романа и вошли в дом. Софья металась, пытаясь кому-то звонить, но Федор был неумолим. Он прошел в гостиную, оценил масштаб разрушений, покачал головой и начал составлять протокол. «Так, граждане, работы немедленно остановить. Предписание на устранение нарушений. Штраф...» Он что-то прикинул в уме. «Для физических лиц пока небольшой. Но если не восстановите конструктив в течение недели, подадим в суд на принудительное выселение и продажу объекта с торгов. И, кстати, где собственник? Где Борис Андреевич?» Он отдыхает», — соврал Илья,
который как раз вернулся домой и попал прямо в эпицентр скандала. Папа спит. «Будите», — приказал Федор. «Он должен подписать протокол. Или вы имеете нотариальную доверенность?» «Нет, пока нет». Илья побелел. Им пришлось спуститься за мной в подвал. Я слышал, как Илья шипел на отца жены. «Убери замок, быстро!» Дверь открылась. Я сидел на раскладушке, завернувшись в плед, и делал вид, что дремлю. «Пап, вставай!» Илья тряс меня за плечо. «Там пришли». «Проверка. Надо выйти». Я с трудом открыл глаза. «А? Что? Бомбежка?» «Нет, папа, инспекция. Вставай же». Мы поднялись наверх. Федор Николаевич, увидев меня, едва заметно подмигнул левым глазом, но лицо сохранил каменно-серьезное. «Гражданин, вы подтверждаете, что давали согласие на снос этой стены?» «Какой стены?» Я растерянно огляделся, изображая шок. «Господи, что вы сделали с моим домом? Анна меня убьет!» Я схватился за сердце и осел на стул. «Собственник не в курсе», — констатировал Федор. «Значит, самоуправство. Илья Борисович, вам, как фактически проживающему, выписываю штраф и предписание восстановить стену за свой счет с привлечением лицензированной организации. Срок — 10 дней». «Сколько это будет стоить?» — тихо спросила Софья. «Проект, материалы, работа — 1300-400», — навскидку оценил Федор. «И штраф еще 10. Всего доброго». Когда они уехали, в доме повисла гробовая тишина. 400 тысяч. Для них сейчас это были неподъемные деньги. «Твою мать!» — Роман швырнул кувалду на пол, расколов плитку. «Удружил, зятек. Где мы деньги возьмем?» «Заткнись, папа!» — рявкнула Софья. Она повернулась к Илье. Глаза у нее были бешеные. «Ты слышал? 10 дней. Или дом отберут. Илья, делай, что хочешь. Бери микрозаймы. Иди в ломбард, продай почку, но деньги достань. Мне больше не дают, Сань». Илья сидел, обхватив голову руками. «У меня стоп-лист везде». «Значит, ищи под залог», — визжала она. «Под залог машины, под залог совести, но чтобы деньги были завтра». Я тихонько встал и побрел обратно в подвал. Меня никто не остановил. Им было не до меня. Вечером я через камеру видел, как Илья рылся в интернете, ища займ под ПТС и деньги под расписку за час. Он нашел какую-то мутную контору, которая обещала наличные под грабительские 5% в день под залог автомобиля. Ситуация накалялась. Финансовая удавка на их шее затягивалась, и я понимал. Сейчас они пойдут ва-банк. Им нужна продажа дома. Любой ценой. А для этого им нужна моя подпись. Наступило воскресенье. День тишины перед бурей. Работы остановились. Дом стоял полуразрушенный, в пыли и грязи. Родители Софьи сидели тихо, как мыши, боясь лишний раз попасться на глаза злой дочери. Вечером я услышал шаги на лестнице в подвал. Это был Илья. Он спустился один, без своей Мегеры. В руках он держал термос и 2 бутерброда. «Пап, ты как тут?» Голос у него был глухой, виноватый. «Нормально, сынок, темновато только». Он сел на край раскладушки. Впервые за неделю мы были наедине. «Поешь, мама, то есть Софья приготовила». Я взял бутерброд. Хлеб был черствый. «Илья», — сказал я, глядя ему в глаза, — «что происходит? Зачем вы ломаете дом? Зачем эти долги?» Он дернулся, хотел соврать, но потом махнул рукой. «Мы в жопе, пап, полный. Я проигрался на бирже, хотел как лучше, хотел заработать, чтобы Софья мною гордилась. А вышло... Теперь я всем должен. Если не отдам 500 000 до вторника, меня поставят на счетчик». Серьезные люди.
Он закрыл лицо руками, плечи его тряслись. Мне стало жаль его, по-настоящему жаль. Это был мой сын, плоть от плоти моей, которого сейчас перемалывала мясорубка, запущенная его собственной глупостью и жадностью жены. Я решил дать ему последний шанс. «Сынок», — я положил руку ему на плечо, — «послушай меня. В гараже стоит моя «Волга». ГАЗ-21, помнишь? Я ее 5 лет реставрировал. Она в идеале. Все родное, даже хром. Коллекционеры за такую сейчас 3 миллиона дадут, не глядя». Илья поднял голову, в его глазах мелькнула надежда. «Волга?» «Да. Забирай ее. Продай. Закрой долги. А Софью...» — я вздохнул. «Уходи от нее, Илья. Она тебя сожрет. Родители ее, сестра — это же паразиты. Мы с тобой вдвоем справимся. Дом восстановим. Жить будем». Я говорил искренне. Я был готов пожертвовать любимой машиной, лишь бы вытащить сына из этого болота. Лишь бы он сейчас сказал: «Да, папа, ты прав. Прости меня». Илья смотрел на меня минуту. Я видел, как в нем борются совесть и страх. Страх перед женой, перед ответственностью, перед необходимостью менять жизнь. И страх победил. Взгляд его ожесточился. Он сбросил мою руку с плеча и встал. 3 миллиона? Он нервно рассмеялся. «Пап, ты в своем уме? У нас долгов на 15. Твоя рухлядь — это капля в море, и Софья. Я не могу ее бросить, она моя жена. Она меня поддерживает, в отличие от тебя». «Поддерживает?» Я тоже встал. «Она толкает тебя в пропасть, Илья. Она заставляет тебя грабить родного отца. Не смей так говорить о ней», — закричал он. «Ты просто старый эгоист. Сидишь на своих метрах, как собака на сене. Тебе скоро подыхать, а нам жить надо». Эти слова ударили меня сильнее, чем кувалда романа по стене. «Значит, подыхать?» — тихо спросил я. «Да», — выплюнул он. «Ты свое пожил. Дай пожить другим. Завтра приедет нотариус. Ты подпишешь генеральную доверенность. На меня. И не вздумай чудить. Иначе ты отсюда, из этого подвала, вообще не выйдешь». «Понял?» Он развернулся и выбежал, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка. Я остался стоять посреди сырого подвала. Последний мост был сожжен. Мой сын умер для меня в эту минуту. Осталась только оболочка, набитая страхом и подлостью. Я медленно сел на раскладушку, достал телефон и набрал сообщение Аркадию. «Запускай протокол Омега. Завтра подписываем. Готовь подмену». Теперь я был готов. Жалость ушла. Остался только холодный расчет. Завтра я устрою им такое шоу, какого этот дом еще не видел. Утро понедельника выдалось пасмурным. Дождь барабанил по единственному окошку подвала, словно отсчитывая последние часы их спокойной жизни. К 10 утра дверь открылась. На пороге стояла Софья. Она была одета с иголочки. Строгий костюм, укладка, хищный макияж. «Подъем, Борис Андреевич», — скомандовала она. «Приводите себя в порядок. Сегодня у нас важный день. Придут гости». «Какие гости?» — прохрипел я. «Юрист и еще пара людей. Будем оформлять бумаги. Чтобы вам спокойнее жилось. Чтобы мы могли о вас заботиться официально». «А, заботиться», — я кивнул. «Это хорошо. Я люблю заботу». Она кинула мне на кровать чистую рубашку и брюки. «Оденьтесь прилично и выпейте таблетки. 2 сразу, чтобы не нервничать». Она проследила, как я положил в рот капсулы. Как только она вышла, капсулы полетели в унитаз, который стоял тут же за шторкой в углу подвала.
Я одевался медленно, тщательно застегивая пуговицы. Я надевал не просто одежду, я надевал доспехи. В полдень меня подняли в гостиную. Стол был накрыт, закуски, вино, фрукты. Софья решила устроить представление «Любящая семья». За столом сидели Роман с Галиной, притихшие, но с жадными глазами, Илья, нервно теребивший галстук, и Аркадий Петрович. Мой Аркадий. Он сидел с каменным лицом, разложив перед собой папки с документами. Рядом с ним сидела незнакомая женщина, нотариус, которую привела Софья. Видимо, своего карманного нотариуса они найти не смогли или побоялись и пригласили обычного. Это было мне на руку. «А вот и наш дедушка», — фальшиво пропела Софья, усаживая меня во главе стола. «Борис Андреевич, как самочувствие?» «Голова кружится немного», — пожаловался я. «Это от погоды. Садитесь, выпейте морсу». Аркадий посмотрел на меня поверх очков. Едва заметный кивок. Все готово. «Итак», — начала нотариус, женщина строгая и деловая. «Мы собрались для оформления генеральной доверенности от гражданина. На имя его сына документ дает право на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом, представление интересов в суде, банках и государственных органах. Борис Андреевич, вы понимаете суть документа?» Я открыл рот, чтобы ответить, но Софья опередила меня. «Конечно, понимает. Мы ему 100 раз объясняли. Папа просто хочет, чтобы сын управлял делами. Ему самому тяжело». Нотариус нахмурилась. «Я спрашиваю доверителя. Борис Андреевич?» «Да», — просипел я. «Я доверяю Илюше. Он хороший мальчик. Пусть управляет. А то я забываю все». «Где мои очки?» «Вот ваши очки, папа», — Илья поспешно подал мне футляр. «Давайте перейдем к подписанию», — поторопила Софья. «У нас мало времени». Аркадий Петрович протянул мне бланк. «Борис Андреевич, ознакомьтесь. Вот здесь». Я взял листы. Мои руки тряслись так сильно, что бумага ходила ходуном. Это была настоящая генеральная доверенность. Текст был стандартный, дающий Илье абсолютную власть над моей жизнью. «Ручку. Мне нужна ручка», — забормотал я, шаря по карманам. «Вот ручка». Софья сунула мне дорогой Паркер. Я поднес перо к бумаге. Все затаили дыхание. Я слышал, как тикают часы на стене, как тяжело дышит Роман, как стучит сердце Ильи. В этот момент я специально дернул локтем и смахнул со стола свою ложку. Она со звоном упала на пол. «Ой, уронил!» — воскликнул я и полез под стол. «Я подниму», — дернулся Илья, но я уже нырнул вниз. «Сам, я не инвалид». Под скатертью, в полумраке, я действовал молниеносно. В моем внутреннем кармане пиджака лежал сложенный вдвое документ, который Аркадий передал мне еще неделю назад, при нашей тайной встрече. Внешне он был точной копией доверенности. Та же шапка, тот же шрифт, те же гербы. Но содержание было иным. Это была медицинская директива о предварительном отказе от реанимации и согласие на посмертное изъятие органов и тканей. Одно движение руки, и листы поменялись местами. Настоящую доверенность я сунул за пояс брюк, а фальшивку, точнее, другой настоящий документ, вытащил наружу. Я вылез из-под стола, красный от натуги, сжимая в руке ложку. «Нашел!» Я положил перед собой подмененный документ. Никто не заметил. Софья была слишком занята тем, что сверлила меня взглядом, гипнотизируя. «Подпиши, старый хрыч, подпиши». Нотариус что-то писала в своем журнале. Я разгладил лист. «Ну, с Богом», — прошептал я и размашисто, дрожащей рукой поставил подпись. «Отлично», — выдохнула Софья. Она буквально вырвала лист у меня из-под рук, даже не взглянув на текст. «Илья, подписывай!» Илья тоже махнул подписью, не читая. Для него это была просто формальность. Золотой ключ к моим миллионам. Нотариус заверила подписи, поставила печать.
«Поздравляю», — сухо сказала она. «Документ оформлен. 1 экземпляр доверителю, 1 поверенному». Аркадий Петрович аккуратно забрал мой экземпляр. «Я сохраню его в сейфе у Бориса Андреевича», — сказал он, — «для надежности». «Да делайте, что хотите», — рассмеялась Софья. Лицо ее раскраснелось. «Главное, теперь у нас развязаны руки. Роман, шампанское». Она налила себе полный бокал и залпом выпила. «Ну что, Борис Андреевич?» Она повернулась ко мне с торжествующей улыбкой. «Спасибо за доверие. А теперь идите в свою комнату, то есть в подвал. Нам нужно обсудить дела. Илюша, завтра с утра едем в МФЦ. Подаем на перерегистрацию права собственности. Покупатель уже есть. Деньги дают сразу». Я встал. Ноги меня плохо слушались, но теперь уже от напряжения. Я сделал это. Капкан захлопнулся. «Конечно, Софья», — сказал я. «Как скажешь. Пойду прилягу». Спускаясь в подвал, я слышал, как наверху звенят бокалы. Они пили за свою победу. Они не знали, что пьют на собственных поминках. Внизу я первым делом достал настоящую доверенность, разорвал ее на мелкие клочки и сжег в пепельнице. Пепел растер и смыл. В 5 утра, когда дом спал пьяным сном, я тихо открыл дверь подвала своим ключом, о котором они не знали, прокрался к черному ходу и вышел в сад. У калитки меня уже ждала машина Аркадия. «Поехали, Борис Андреевич», — сказал он, открывая дверь. «Фонд ждет». Мы ехали по утреннему городу, туманному и тихому. В 8 утра мы были в офисе. Подписание договора купли-продажи заняло полчаса. Дом и вся коммерческая недвижимость перешли в собственность благотворительного фонда памяти Анны. Деньги, огромная сумма, поступили на счета фонда. Я подписал договор ренты, гарантирующий мне пожизненное проживание. В 9 утра сделка была зарегистрирована в электронном виде через ускоренный сервис Росреестра. В 10 утра мы с Аркадием, представителем фонда, молодым, но хватким юристом по имени Дмитрий и 2 крепкими приставами уже подъезжали к моему дому. Шоу начиналось. Утро вторника встретило нас низким, свинцовым небом, которое давило на крыши домов частного сектора, обещая затяжной дождь. Но для меня этот серый свет был ярче любого солнца. Я сидел на заднем сиденье черного внедорожника, принадлежащего службе безопасности фонда, рядом с Аркадием Петровичем. Впереди ехала патрульная машина с включенными проблесковыми маячками, но без сирены. Мы не хотели пугать соседей раньше времени. Замыкал колонну грузовой фургон для вывоза мусора. Когда наша процессия свернула на мою улицу, я почувствовал, как сердце гулко ударило в ребра. Вот он, мой дом. Мой и Анны. Даже издалека он выглядел больным. Гора строительного мусора у крыльца, перекошенный забор, который Роман, видимо, зацепил бампером своего джипа, и распахнутые настежь ворота, словно рот в немом крике. На лужайке, которую я годами выстригал до состояния английского газона, валялись пустые бутылки, пластиковые тарелки и, о ужас, остов мангала, вокруг которого земля была выжжена черным пятном. Они устроили пикник прямо на моих розах. «Готовы, Борис Андреевич?» — тихо спросил Аркадий, положив руку мне на колено. «Как никогда», — выдохнул я. «Начинайте». Машины резко затормозили у ворот, подняв фонтан брызг из лужи. Хлопнули двери. Люди в форме, судебные приставы, 2 полицейских и крепкие ребята из охраны фонда двинулись к крыльцу единым монолитом. Мы с Аркадием и Дмитрием, представителем фонда, шли следом. На шум из дома вывалилась сонная и похмельная компания. Первой выскочила Софья. Она была в шелковом халате, наброшенном на голое тело, с растрепанными волосами и размазанной тушью. В руке она сжимала чашку кофе, которая при виде полиции задрожала, расплескивая бурую жижу на крыльцо.
За ней выполз Роман в трусах и майке, чеша волосатый живот. Илья появился последним, щурясь от дневного света и держась за висок. «Что за...» — взвизгнула Софья. Ее голос сорвался на фальцет. «Вы кто такие? Почему без приглашения? Это частная собственность. Я сейчас полицию вызову». «Полиция уже здесь, гражданка», — спокойно ответил старший лейтенант, поднимаясь по ступеням. «Успокойтесь и предъявите документы». «Какие документы?» — орала невестка, мгновенно переходя в атаку. «Это дом моего мужа. У нас генеральная доверенность. Мы хозяева. А ну пошли вон отсюда! И деда верните! Он сбежал, маразматик старый!» Я вышел из-за спин охраны. Увидев меня, чисто выбритого, в строгом пальто и с прямой спиной, Софья осеклась на секунду, но тут же набрала воздуха для новой тирады. «Ах, вот ты где! Ты где шлялся всю ночь? Мы с ума сходим! Марш в дом, живо! Таблетки пить!» «Софья, закрой рот», — произнес я. Негромко, но так, что Роман, стоявший сзади, поперхнулся дымом сигареты. «Твой спектакль окончен, антракта не будет». Ты как со мной разговариваешь?» Она побагровела. «Илья, скажи ему, покажи им доверенность, пусть они убираются». Илья трясущимися руками полез в папку, которую он, видимо, прихватил с собой, выбегая на шум. «Вот!» — он вытащил тот самый лист, который мы подписали вчера. «Вот генеральная доверенность. Я имею право распоряжаться всем. Я требую, чтобы вы покинули территорию». Он сунул бумагу под нос судебному приставу, высокому, мрачному мужчине с каменным лицом. Пристав медленно, с демонстративной тщательностью взял лист двумя пальцами, словно это была грязная салфетка. Поправил очки, воцарилась тишина. Слышно было только, как где-то лает собака и как капает вода с крыши на пластиковый козырек. «Гражданин», — голос пристава был сухим и скрипучим, — «вы сами-то читали этот документ?» «Конечно», — взвизгнула Софья. «Там написано, что Илья может делать с домом все, что хочет. Продавать, дарить, менять». «Позвольте, я зачитаю». Пристав кашлянул и начал читать вслух, четко выговаривая каждое слово. «Я, Борис Андреевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим выражаю свою волю касательно медицинского вмешательства в случае моей терминальной стадии заболевания или клинической смерти. Настоящим документом я даю согласие на посмертное изъятие моих органов и тканей для трансплантации, а именно роговицы, почек, печени». Тишина стала звенящей. Софья замерла с открытым ртом. Илья моргнул, потом еще раз, словно пытаясь смахнуть наваждение. «Что?» — прошептал он. «Какая печень?» «Также настоящим запрещаю проведение реанимационных мероприятий в случае остановки сердца, если это приведет к вегетативному состоянию», — монотонно продолжал пристав. «Поверенному, моему сыну Илье Борисовичу, поручается проследить за исполнением данной медицинской воли и организовать кремацию без лишних церемоний». Пристав опустил лист и посмотрел на Илью поверх очков. «Это, безусловно, благородный документ, гражданин, но он не дает вам права собственности на недвижимость. Он дает вам право только похоронить отца, когда придет время, а до тех пор вы здесь никто». «Это подделка!» — взвизгнула Софья, выхватывая лист у мужа. Она бегала глазами по строчкам, и я видел, как с ее лица сходит краска, уступая место мертвенной бледности. «Он подменил. Он вчера подписал другое. Я видела». «Видели что?» — вмешался Аркадий Петрович, делая шаг вперед. «Борис Андреевич подписал именно этот документ. В моем присутствии и в присутствии нотариуса. Вы сами торопили его, Софья. Вы сами не удосужились прочитать, что подсовываете отцу. Настолько вам не терпелось завладеть его деньгами. Жадность вас ослепила». «Это мошенничество!» — заорал Роман, сжимая кулаки. «Мы в суд подадим!» «Подавайте», — спокойно ответил Дмитрий,
представитель фонда. Он открыл свою папку. «А пока вы будете судиться, я ознакомлю вас с текущим положением дел». Он достал свежую выписку из ЕГРН с синей печатью. С сегодняшнего утра, 9:00 по московскому времени, единственным собственником данного жилого дома и земельного участка является благотворительный фонд поддержки инженеров имени Анны. Борис Андреевич проживает здесь на основании договора пожизненной ренты и безвозмездного пользования. Дмитрий обвел взглядом застывшую семью. А вы, господа, Софья, Илья, Роман, Галина, Лариса и прочие, являетесь незаконными захватчиками, проникшими в жилое помещение против воли собственника и нанимателя. Вы не зарегистрированы здесь, у вас нет договора аренды, следовательно, он демонстративно посмотрел на часы. У вас есть ровно 10 минут, чтобы собрать личные вещи и покинуть территорию. Все, что останется в доме после этого времени, будет считаться бесхозным имуществом и подлежит утилизации силами клининговой компании. 10 минут? Галина схватилась за сердце. У нас там мебель, у нас там дети спят. Вы звери. 9 минут 50 секунд, холодно отчитал Дмитрий. Приставы, проследите за порядком. Начался хаос. Это было похоже на то, как если бы в муравейник плеснули кипятком. Роман с матюгами бросился в дом. Галина заголосила на одной ноте, как сирена воздушной тревоги. Лариса, выбежавшая на крыльцо в ночнушке, начала трясти детей, которые спросонья ревели в 3 голоса. Они бегали, хватали какие-то пакеты, роняли их, натыкались друг на друга. «Телевизор! Телевизор не забудь!» — орал Роман жене. «Да к черту телевизор! Шубу мою возьми!» — визжала Софья. Она пыталась вытащить огромный чемодан, но он застрял в дверях. «Илья, помоги мне!» — кричала она мужу. Но Илья стоял на месте. Он не двигался. Он смотрел на меня. В его глазах я видел то, что давно хотел увидеть. Осознание. Он понял, что произошло. Он понял, что проиграл не просто дом, он проиграл жизнь. «Папа», — прошептал он, — «ты знал. Ты все это время знал». «Знал», — кивнул я. «Я слышал каждое ваше слово. Про подвал, про пни, про то, что я овощ. Я слышал, как ты продавал меня за 30 серебряников, сынок. Я не хотел. Софья, она... «Не смей!» — я перебил его жестко. «Не смей прятаться за юбкой. Ты мужчина, или должен был им быть. Ты сделал выбор. Теперь живи с ним». В этот момент к Илье подошел лейтенант полиции. «Гражданин Илья Борисович?» «Да». «Вы задержаны». «За что?» — Илья отшатнулся. Аркадий Петрович протянул полицейскому толстую папку. «Заявление от потерпевшего», — пояснил адвокат. «Мошенничество в особо крупном размере. Статья 159, часть 4. Покушение на незаконное отчуждение имущества. Подделка подписи на банковских документах. Вот экспертиза по кредитному договору, который вы пытались оформить на отца онлайн. А также статья 127 УК РФ. Незаконное лишение свободы. Вы заперли человека в подвале. Видеозаписи с камер наблюдения прилагаются». Лейтенант кивнул и достал наручники. Руки за спину. Щелчок металла прозвучал, как выстрел. «Илья!» — закричала Софья, бросая чемодан. «Что вы делаете? Отпустите его! Это ошибка!» Она бросилась к мужу, но пристав преградил ей путь. «Гражданка, не мешайте следственным действиям. А вам я бы посоветовал поторопиться. Осталось 4 минуты». «Вы не имеете права!» — она повернулась ко мне, лицо ее перекосило от ненависти. «Ты, старый ублюдок! Ты все подстроил! Ты нас подставил! Я тебя засужу! Ты сдохнешь в одиночестве!» «Возможно», — спокойно ответил я. «Но я сдохну в своем доме, в своей постели,
А ты, Софья? Кстати, Аркадий, что там с ее работой?» Аркадий Петрович достал телефон. «Ах, да. Софья Романовна, мне тут сообщили из службы безопасности вашего банка. Они получили наш запрос по поводу странных транзакций с карт клиентов, которые вы проводили. Кажется, вас уволили полчаса назад. По статье с занесением в черный список банковских служащих. И, кажется, на вас тоже заводится уголовное дело за хищение». Софья застыла. Ее рот открывался и закрывался, как у рыбы, выброшенной на берег. Вся ее спесь, вся ее лакшери броня рассыпалась в прах. Она поняла, что не просто потеряла дом. Она потеряла карьеру, репутацию и свободу. «Время вышло», — объявил Дмитрий. Приставы начали мягко, но настойчиво вытеснять семейство за ворота. Это было жалкое зрелище. Роман тащил какой-то узел с бельем, из которого торчал рукав моей рубашки. Галина прижимала к груди мультиварку, Лариса тащила за руки орущих детей. Они стояли на дороге под дождем, который все-таки начался, холодный осенний ливень. Грязные, растерянные, злые. Их вещи, коробки, пакеты валялись в лужах. Грузовик, который они наняли для переезда неделю назад, давно уехал. Их никто не ждал. Им некуда было идти. Грузовой фургон фонда подъехал к воротам. Крепкие ребята в комбинезонах начали выносить из дома то, что осталось от их вторжения. Дешевую мебель, коробки с хламом, тюки с тряпьем. Все это летело в кузов. «Мой диван!» — взвыл Роман, пытаясь броситься под машину. «Это мусор!» — отрезал пристав. «Отойдите с проезжей части!» Я стоял на крыльце, укрытый козырьком от дождя, и смотрел на них. На сына, которого сажали в полицейский УАЗик. Он смотрел на меня через стекло, и в его взгляде была такая тоска, такая детская беспомощность, что у меня дрогнуло сердце. Но я вспомнил подвал, вспомнил синие таблетки, вспомнил, как они ломали стены дома Анны. И жалость умерла, так и не родившись. Полицейская машина тронулась. Илью увезли. Софья осталась стоять под дождем, мокрая, жалкая, с размазанной по лицу косметикой. Она смотрела вслед машине мужа, потом перевела взгляд на меня. «Будь ты проклят», — прошептала она одними губами. «Ступай, Софья», — сказал я. «Иди и строй свою жизнь сама. Без моих денег, без моего дома. С нуля. Может, хоть это сделает из тебя человека». Она плюнула в мою сторону, развернулась и побрела по дороге, волоча за собой сломанный чемодан. За ней потянулась вереница ее родственников, табор, лишенный кибитки. Когда они скрылись за поворотом, я почувствовал странную слабость в ногах. Адреналин отступил, оставив после себя пустоту и усталость. «Борис Андреевич, вам плохо?» — подхватил меня под локоть Аркадий. «Нет, Аркаша, мне хорошо, просто очень тихо стало». «Мы сейчас все уберем», — сказал Дмитрий. «Клининг уже едет. Завтра здесь будет стерильно. Стену восстановим за счет фонда, бригаду я уже нашел». «Спасибо», — я пожал ему руку. «Вы делаете доброе дело». Я вошел в дом. Здесь пахло чужими духами, перегаром и бедой. На полу валялись осколки, грязь. Но сквозь этот смрад я уже чувствовал, как дом начинает дышать. Он освободился. Он сбросил паразитов. Я подошел к камину, где стояла единственная уцелевшая фотография Анны. Протер стекло рукавом пальто. «Ну вот, Анюта», — прошептал я. «Я отвоевал нашу крепость. Прости, что пришлось запачкать руки». Вечером, когда клининговая служба закончила работу и вывезла последний мешок с чужим хламом,
Я остался один. Я заварил себе крепкий чай, сел в любимое кресло, которое пришлось долго очищать от пятен пива, и включил старую лампу. Тишина была звенящей. Но это была не та страшная тишина одиночества, что раньше. Это была тишина покоя. Тишина безопасности. Конечно, впереди были суды. Следствие по делу Ильи. Мне предстояло давать показания против собственного сына. Это будет больно. Это будет грязно. Но я знал одно. Я больше не жертва. Я хозяин своей судьбы. Илья получил реальный срок. Не огромный, учитывая, что я в конце концов попросил суд о снисхождении, и часть обвинений мы переквалифицировали. Ему дали 3 года колонии поселения. Достаточно, чтобы проветрить мозги от дурмана красивой жизни. Но недостаточно, чтобы сломать жизнь окончательно. Я оформил на его тюремный счет небольшое ежемесячное пособие, те самые 500 рублей на сигареты и чай. Пусть учится ценить малое. Софью, как ни странно, не посадили. У нее оказался хороший адвокат. Государственный, но въедливый. И ей удалось свалить все на давление мужа. Но жизнь наказала ее сильнее тюрьмы. С волчьим билетом и долгами она не смогла устроиться ни в один приличный банк или салон. Последний раз я слышал, что она работает кассиром в круглосуточном супермаркете на окраине, а живет в съемной комнате с сестрой и ее детьми, где они грызутся за каждый рубль. Родители ее уехали обратно в деревню, доживать век в развалюхе, доставшейся от какой-то бабки. А я прожил в доме зиму. Восстановил стену, переклеил обои, вернул все, как было при Анне. Но весной я понял, что мне нужно что-то менять. Дом был спасен, но он был слишком большим для меня одного. И слишком много теней бродило теперь по этим комнатам. Я вспомнил, о чем мы с Анной мечтали всю жизнь, но откладывали на потом. Италия, Франция, увидеть мир. Потом наступило сейчас. Я слезался с Дмитрием из фонда. «Дима, я хочу уехать. Надолго. Дом оставляю на вас. Сделайте здесь что-нибудь хорошее. Может, пансионат для ветеранов труда. Или общежитие для талантливых студентов, как Анна хотела. Сделаем, Борис Андреевич. Будет в лучшем виде». Я собрал 1 чемодан. Самое необходимое. Фотографии, пару книг, любимый свитер. На счету у меня, благодаря ренте и остаткам старых накоплений, была сумма, которой хватило бы на безбедную жизнь в любой точке мира. Я вышел на крыльцо. Весеннее солнце заливало Волгу золотом, лед уже сошел, и река текла мощно, свободно, неумолимо. Я закрыл дверь на ключ и положил его под коврик. Символически. Настоящие ключи были у охраны фонда. У ворот меня ждало такси до аэропорта. «Куда летим, отец?» — спросил молодой таксист, закидывая мой чемодан в багажник. Я улыбнулся, глядя на удаляющийся силуэт дома, который стал мне и крепостью, и тюрьмой, и полем битвы. «Сначала в Петербург», — сказал я. Давно хотел Эрмитаж увидеть. А потом в Рим. Говорят, там весна особенная. «Круто!» — присвистнул парень. «Завидую. На пенсии и в Рим». «Никогда не поздно, сынок», — ответил я, откидываясь на спинку сиденья. «Никогда не поздно начать жить для себя. Главное — не позволять никому решать за тебя, когда твоя жизнь заканчивается». Машина набрала скорость, унося меня прочь от прошлого, от предательства, от боли. Впереди была дорога. Впереди была жизнь, и впервые за долгие годы я чувствовал себя абсолютно, бесконечно свободным. А в бардачке в маленьком конверте лежало письмо для Ильи. Я отправил его вчера. Там было всего несколько строк. «Сынок,
Я не держу зла. Я держу дистанцию. Когда выйдешь, не ищи меня. Попробуй найти себя. И если ты когда-нибудь станешь тем мужчиной, которого я растил, я сам тебя найду. Твой отец. Но это будет уже совсем другая история.